Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Электронный хаб лекарств открыт. Не секрет, что есть некие перебои во многих регионах. Решится ли проблема с дефицитом медикаментов? Дефицитные препараты у нас ограничиваются, чтобы обеспечить максимально широкий спрос. Кислород нужен как воздух. Раньше мы заправляли раз в 3 недели эту бочку. Теперь через день. Кто помогает избежать катастрофических последствий? У них возникла потребность в сырье, которое мы производим, то есть в том кислороде, который у нас есть. Жилье сиротам в заброшенной деревне. Я не поняла, о чем вы говорите. Каких в отдаленных деревнях таких домов нет. Что скрывается за красивым отчетом? Ни дороги, ни магазина, ни школы, ни детского сада рядом нет. Что ни говори, а мы столкнулись с небывалой проблемой, явлением, о которых раньше и подумать не могли. Пандемия – это не только глобальная неопределенность, сложная ситуация в экономике. Это еще, а может быть даже в первую очередь, тревожное настроение в обществе. Как успокоить людей, не допустить паники, что может быть опаснее? Только за счет принятия очень четких, быстрых и своевременных решений. Причем на всех уровнях – на федеральном, региональном, местном. В каких-то вопросах действовать нужно на опережение, чтобы даже не возникало предпосылок для панических настроений. Где-то это удается сделать, где-то власти запаздывают с такими решениями. В Татарстане, слава богу, Аллаха шакир, пока решения принимаются оперативно, поэтому ситуация в целом под контролем. Есть отдельные проблемы, которые возникают по причине сбоев на федеральном уровне. Наглядный пример. Владимир Путин принимает отличное, а главное своевременное решение об обеспечении бесплатными лекарствами больных, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. Однако система доставки самих препаратов до адресата, то есть до пациента, мягко говоря, работает пока в тестовом режиме. Плюс ко всему дефицит лекарственных препаратов в аптеках. Мы уже несколько раз поднимали эту тему в нашей программе. В результате в Татарстане приходится где-то самостоятельно решать насущную проблему за счет собственных средств. Благо, помогли хорошие, можно сказать, дружеские отношения Рустама Минниханова с главой Сбербанка Германом Грефом. Пару недель назад президент Татарстана поручил организовать в короткие сроки электронный хаб лекарственных препаратов. За это время определили место в центре Казани для организации такого хаба. Рустам Нургалиевич на встрече с Германом Оскаровичем обсудили участие в проекте одного из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами Е-аптеки. И вот уже на этой неделе объект был запущен официально с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец, которая курирует медицинское направление в холдинге. Объект будет работать и в онлайн, и в офлайн формате. В ассортименте порядка 18 тысяч различных препаратов. Обслуживать хаб сможет около 1000 заказов ежедневно. Уйдет ли окончательно в небытие проблема с обеспечением лекарств в Татарстане? И какие еще сервисы Сбера помогут качественно преобразить нашу медицину? Давайте вместе посмотрим. 3, 2, 1. Иногда картинка не передает всей важности, я бы даже сказал, знаковости событий. Если вы думаете, что Рустам Минниханов и руководители Сбербанка так запустили еще одну аптеку или крупный распределительный лекарственный центр, не совсем так. По сути, в Казани, в Татарстане дали старт новому формату и бизнеса, и социального проекта одновременно. В прессе называют его модным термином «электронный лекарственный хаб», и это близко к правде. Это и своего рода аптека с доставкой на дом, и крупный складской комплекс, где одновременно на полках находится около 18 тысяч наименований лекарств. Можно купить лекарства лично, офлайн, можно заказать самовывоз, можно организовать доставку через специальное приложение и сайт. Генеральный директор компании «Сбер» Е-аптека проводит короткую экскурсию по объекту, делая особый акцент на противоковидные фишки. Кассы оснащены специальными перегородками, терминал для электронной очереди позволяет избежать толп. Маршрутизация клиента в торговом зале организована так, чтобы входящие не пересекались с выходящими. Все дефицитные препараты у нас ограничиваются, чтобы обеспечить максимально широкий спрос и чтобы действительно удовлетворить потребности тех, кто нуждается, а не тех, кто покупает про запас. Широкий ассортимент и оперативная доставка – два фактора, которые позволяют, если не снять полностью, то хотя бы резко снизить остроту проблемы с обеспечением лекарствами больных ковид. С помощью Е-аптеки лекарства на дом обещают доставлять в течение часа.
А теперь почему такой электронный хаб так нужен и почему организовать его надо было в сжатые сроки? Ответ в том идеальном шторме, который в последнее время бушует на фармацевтическом рынке по всей России и в Татарстане в том числе. Опять же, совпали сразу несколько факторов, которые, усилив друг друга, вызвали небывалый дефицит лекарств. С одной стороны, сбой в системе маркировки спровоцировал искусственный дефицит на рынке. С другой, ажиотажный спрос накрыл аптеки городов и населенных пунктов. В программе «7 дней» мы подробно рассказывали о ситуации, а наш корреспондент Диляра Юсупова в короткие сроки переквалифицировалась в аптечного ревизора. У вас альбедола тоже нет? Нету? А этого? Альтевир, что ли? Альтевир, это все то же самое или нет? Как изменится ситуация после запуска электронного хаба в Казани? На его открытии заверили, что республика к эксперименту готова. За этим объектом последуют другие. В планах открытия 4 таких же в Казани, плюс пункты хранения в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и в Зеленодольске. И все же Рустам Минниханов пока осторожен в прогнозах. Не секрет, что есть некие перебои во многих регионах, и некоторые номенклатурные позиции у нас тоже появляются проблемы. Но наличие вот такого серьезного игрока, это очень позитивно отразится на спросе на лекарства нашего населения. Почему именно Казань и Татарстан были выбраны в качестве пилотных площадок для реализации передовых проектов Сбера в медицине? Ответ, конечно, не только в хороших приятельских отношениях Минниханова и Грефа. Татарстан сегодня один из самых продвинутых регионов России с точки зрения информационных технологий. Сбер на глазах трансформируется из традиционного банка в глобальную экосистему и IT-корпорацию. Поэтому Е-аптеки лишь один из примеров, когда давние партнеры нашли друг друга. Почему мы в Татарстане? По 2 причинам. Первое – это регион с особым отношением к населению. Вторая причина, по которой мы вошли именно сюда, почему мы стартуем сейчас здесь, это отношение к технологиям. Безусловно, Татарстан является одним из лидеров. Тот факт, что в этот день в Казани высадилась внушительная делегация руководителей Сбера, говорит о том, что крупнейший в стране холдинг рассматривает Татарстан в качестве приоритетной площадки для отработки своих передовых технологий. Медицинское направление одно из ключевых, тут опять же совпадение и для Татарстана, и Сбера, тем более, что пандемия не только создает проблемы, но и открывает новые возможности для деловой инициативы в сфере медицины и IT. Видно, работаете там? Как раз сейчас запустили уже получается. С некоторыми новинками Рустам Минниханов и Ольга Голодец познакомились на Всероссийской конференции «Цифровая медицина» в Казани. Вот, к примеру, новая система экспресс-тестов. Она в десятки раз меньше, чем аналоги, но один в один по функционалу. Так пандемия поменяла технологии, сделала их умнее и практичнее. Сегодняшние технологии в корне меняют систему. В зале медики, разработчики, эксперты, на стендах последней IT-разработки. Так, в Иннополисе создали свой способ выявлять болезни. Диагноз ставит нейросеть. Почти не требует участия человека, хотя, конечно, последнее слово остается за врачом. Это работает быстрее. А вот эта разработка компании из Казани обеззараживает воздух. Но для этого не нужно покупать отдельное устройство. Достаточно насадки, которая крепится на уже имеющийся кондиционер. Ну давайте, если дешево будет, мы тоже будем использовать. Это хорошая идея. А на площадке Республиканской клинической больницы обсудили как пилотные проекты и сервисы Сбера в медицине, так и те, что уже частично внедрены и работают. Так, главврач РКБ Рафаэль Шевалеев с коллегами рассказали о том, как телемедицина и искусственный интеллект помогают в визуализации заболеваний легких, в том числе COVID-19. Видите, вот эту границу затемнения, а искусственный интеллект видит и четко нам показывает, какая зона повреждена. Кроме того, благодаря цифровым сервисам медики республиканской больницы могут принимать пациентов онлайн и давать консультации дистанционно. Это особенно актуально в период пандемии. Во многом мы их используем. Конечно же, как любая услуга информационная, она требует постоянной доработки. То есть в процессе использования данных ресурсов мы ее дорабатываем параллельно. То есть этот процесс, он не прекращается. Красивым, добрым, заключительным аккордом визита команды Сбера в Казань стало посещение дома Рональда Макдоналда в ДРКБ, где Ольга Голодец вручила сертификат на 1 000 000 рублей на поддержку благотворительного фонда. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней.
Когда мы говорим, что действовать нужно не просто быстро, а на опережение, это не какая-то фигура речи. Уж поверьте, мы не нагнетаем. Ситуация реально сложная, и она реально экстраординарная. Много отличий от нашего повседневного уклада жизни. И я, и вы это замечаете на улицах, на вашей работе, в аптеках, в магазинах. Но и это только вершина айсберга. Как наглядное тому доказательство, на прошлой неделе мы рассказали вам о том, какой продукт сейчас наиболее востребован в медицинских учреждениях республики. Это кислород. И понятно почему. Нет другого такого продукта, недостаток которого мог бы привести к таким катастрофическим последствиям. Еще раз напомним на примере 7-й Казанской горбольницы. Вот две емкости с кислородом на заднем дворе больницы. Малая 3 тонны, большая 10 тонн. Итого 13 тонн жидкого кислорода. Представьте себе, не бывает такого, чтобы эти емкости были более чем наполовину пусты. Это уже внештатная ситуация, потому что всегда нужен запас. Потому что все эти годы этого объема кислорода больнице хватало почти на месяц. Весной 2020-го этого хватало на неделю. Сейчас не хватит и на 3 дня. Поэтому каждый день эти емкости пополняются. Но кислород берется не из воздуха, говоря фигурально. То есть его еще нужно произвести. Для этого нужны огромные мощности на наших заводах. Все эти дни колоссальная нагрузка по его производству легла на предприятие группы компаний «ТАИФ», «Казань-Оргсинтез» и «Нижнекамск-Нефтехим». На Казанском заводе мы побывали неделю назад. Сегодня отправимся в Нижнекамск. Почему Нижнекамск-Нефтехим спустя годы вернулся к производству этого жизненно важного продукта и как выглядит сегодня самая густонаселенная больница города? Об этом Михаил Любимов. К сожалению, само заболевание идет тяжело, осложнение очень тяжело. То есть последствия вот этого осложнения тоже очень трудно предугадать и трудно, скажем так, наперед, скажем, дать волшебную таблетку, чтобы человек тяжело не болел. Нет. 15 кислородных точек на каждом из 6 этажей, плюс еще 45 в реанимации. Вот что такое сегодня Нижнекамская центральная многопрофильная больница. Профиль практически один здесь теперь, как в войну. Разной степени тяжести, но причина одна. Не тяжелые, да, пациенты, а все равно все на кислороде. Никогда в истории здесь не было такого количества пациентов и такого кислородного голодания. Интересно, женщина, я не видел такого еще, кстати. Да, дыхательная гимнастика, все правильно, молодец. Большая часть кислородных точек больницы появилась в этом году, этой весной. На время. Но на какое время? Вот она, давайте покажем. Вот ее не было, этой кислородной, вот она появилась. Вот на стене. Вот видно, что временка вот это. Не временка уж это. Да. Уже. Основательно, но еще когда не было больных, даже все это проводили, нет, да? Мы заранее. Заранее, не да. было еще. Это у нас первоначально же мы по... Да, вот тоже временные, да? Ну, да, основательно кислород. Все сделано было. А за окошком уже не месяц май, а почти декабрь, и руководство госпиталя теперь ежедневно выглядывает в это окошко, чтобы удостовериться, что самое необходимое есть в наличии, и сегодняшний день можно прожить без тревог. Здесь сейчас примерно 3,5 тонны жидкого кислорода. Запасом обеспечены на день. Послезавтра снова придет машина. И насколько выросло? Ну, раньше мы заправляли раз в 3 недели вот эту бочку. Теперь через день. Главный, практически золотой запас республики. 700 тонн кислорода, произведенного здесь же, в Нижнекамске, на Нижнекамск-Нефтехиме. Этого запаса хватит дней на 20-25. Но производство кислорода, тем не менее, идет круглосуточно. Каждый день еще 30 тонн. 2 автомобиля, в каждом помещается по 16 тонн жидкого кислорода. В принципе, за дневную смену мы успеваем отгрузить 32 тонны. Мы видим
смотрим здесь, вот она, перед нами воздухоразделительная установка. Достаточно большая, потому что и процессов достаточно много, да? Вам надо поймать этот воздух, его надо очистить, сжать как-то, просушить, там, да, превратить его в жидкое состояние, еще потом еще охладить, да? Воздух с атмосферы сжимается и подается в установку разделения воздуха. Далее воздух попадает на узел очистки, это регенераторный узел, да? Дальше идет на узел ожижения, то есть жидкий воздух. Воздух превращается в жидкость, откуда попадает в узел ректификации. И происходит разделение на продукты, такие как азот, кислород, ну, и аргон попутно еще идет. Вот он, кислород. Он не бесцветный. При температуре в минус 180 градусов это жидкость небесно-голубого цвета. Редко вообще такое увидишь, будто некие тайны мироздания вдруг материализуются перед тобой. Для полного понимания всей картины происходящего нужно сказать, что Нижнекамск нефтехим производит кислород с 1985 года. Вот на этих самых установках. Однако в 2016 году производство это было приостановлено, и о нем, в общем, не вспоминали до недавних пор. Вы начали его производить только вот совсем недавно? Да, в октябре месяце на нас вышли потребители, которые производят медицинский кислород, и, соответственно, у них возникла потребность в сырье, которое мы производим, то есть в том кислороде, который у нас есть. Никогда еще наша медицина не нуждалась в таком количестве кислорода, как в эту осень. Сейчас практически весь кислород, производимый здесь, уходит именно на эти нужды. У них нет передышки, нет права на ошибку и нет выбора. Это не бизнес, это дело государственной важности. Я смотрю, в бывших кабинетах, да? Да, то есть это было хирургическое отделение у нас здесь. Мы этот корпус переделали под реанимацию. В столовой вот мы видели только что. Да, на месте бывшей столовой уже палата. Да. Нижнекамский ковидный госпиталь на первый взгляд выглядит совершенно обычно, как все остальные госпитали. До тех пор, пока вы не начинаете обращать внимание на изначальное предназначение тех помещений, в которых сейчас расположены палаты. Вот это бывшая столовая хирургического корпуса. А это кабинеты врачей и медперсонала. И в каждое из этих помещений теперь проведен кислород. Раньше у нас была одна точка здесь, достаточно было. То есть вот этих точек, которые мы видим, их не было. Не было, вот да. Отсюда и потребление кислорода. Конечно. Пациенты лежат в бывших кабинетах, врачей в столовых, понятно откуда. То есть мы приспособили полностью здание под ковидный госпиталь. Нашим врачам и нашим медикам сегодня тяжело. Простыми словами это не передашь. Это нехватка, всего нехватка. Но, слава богу, хотя бы не кислорода. И те, кто умирает сегодня, умирают не зря. И те, кто выживают, выживают не зря. Они тоже оставляют нам здесь свои послания. Благодарные пациенты от чистого сердца оставили вот такие, скажем так, крик души. Жить, своей. Вы знаете, как хочется жить. Да. Вставать, просыпаться здоровым, румяным. Зарю увидеть и обнять родных, друзей, близких. А когда вот переоцениваешь, конечно, хорошо, что рядом с тобой есть родные, близкие, дети, родители. Да. Вот, и есть чем дышать. Да, есть чем дышать. Просто дышать, без кислородной поддержки. Какое, кажется, это счастье. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. В этом году в нашем лексиконе, заметно изменившемся с момента пандемии, появилось еще одно слово, которое раньше навевало скуку, а сегодня вызывает не только интерес, а целый скандал. Как только вы его произносите, это слово «вакцинация». У подавляющего большинства людей оно не вызывает никакой реакции, но есть очень деятельное меньшинство, для которого это слово просто красная тряпка. Этой весной вакцинация была настолько демонизирована при помощи лженаучных статей и фильмов, что теперь уже не так просто государству сформировать иммунный щит по любому заболеванию.
Ну вот возьмем грипп. В России сегодня привито 60 миллионов человек, это 40% населения. В Татарстане привиты более 1 миллиона 700 тысяч человек. И это чуть более 44% населения. Детей, защищенных от гриппа, 62%, а вот взрослых всего 39% от численности населения. Это, конечно, далеко не те цифры, на которые рассчитывали изначально. И это значит, что 2 из 3 людей, стоящих рядом с вами, никак не защищены. А значит, не защищены и вы тоже. Увы, но этот факт теперь мало кого трогает. И каждый раз приходится врачам и нам объяснять, что вакцинация – необходимость. Это неравный бой, потому что количество страшилок, завладевших умами людей, исчисляется сотнями. Если мы даже разобьем 5-6 мифов, останутся еще несколько сотен. Ну, например, говорят, вакцина от гриппа – это прямой путь заразиться гриппом. Ведь вам вводят вирус. Да, вводят вирус, но вводят мертвый вирус, невозможно заразиться гриппом от него. Врачи приводят такое сравнение. Представьте, что вирус – это живая яблоня. Так вот, антиген, который вам вводят, в таком случае это высохший огрызок от яблока. Что может развиться от этого куска? И так далее, и тому подобное. А между тем, вакцинация от гриппа уже почти закончена. Но вакцины есть, еще можно привиться. В этом году это просто нужно сделать. Почему? Об этом в нашем репортаже. Если закон на твоей стороне, опирайся на закон. Если факты – на факты. Если ни то, ни другое, кричи на свидетеля. Адвокаты шутят. Любому садоводу известно, что растения на его грядке бывают 3 видов. Полезные, бесполезные и вредные. И, конечно уж, никакому садоводу и в голову не придет, что, например, на его грядке вот с зеленым луком нужно устраивать некую конкуренцию и позволять этому луку самостоятельно отвоевывать свое право на существование у тех же сорняков. Это странно, это антинаучно, это вредно, в конце концов. В науке есть истина, в науке нет демократии. Поэтому очень странно, что в нашем обществе, которое и есть та самая грядка, происходит именно это. Происходит конкуренция огурцов или зеленого лука с сорняками. Сорняки имеют право на мнение, имеют право говорить все, что хотят, и, в общем-то, даже побеждают иногда в этих спорах. Наш организм с вами – это та же самая грядка. Если бы в нашем организме была вот такая демократия, мы не прожили бы и нескольких часов. Говорят, что самый опасный пункт на вашей дороге к вакцине – это, собственно, сама дорога до поликлиники, где вы ее получите. За прошлый год в стране 210 тысяч раненых, 17 тысяч убитых, и все это на дорогах, и все это в ДТП. 1% наших граждан из общего количества умерших за год погибает в ДТП. Шанс осложнения от вакцин меньше в 1000 раз. Однако законы больших чисел здесь не работают. Вакцины представляются людям куда большим злом, просто потому что об этом все говорят, и интернет давно полон душераздирающих историй от тех, кто ничем не рискует, высказывая самые дикие предположения. Кажется, мы просто забыли о том, что человек живет теперь дольше и лучше не потому, что у нас есть антибиотики и таблетки, а потому, что у нас есть вакцины. Мнение специалистов тут почти единодушное. Вакцины пали жертвой собственной эффективности. У нас возникла ложная уверенность в том, что в мире уже не осталось никакой особой заразы, а значит и никакие вакцины уже не нужны. Вот я считаю, потому что люди уже не встречались с этими инфекциями, с тяжелыми. Давно их не видели. Вот, а взять, если наших бабушек, дедушек, они жили в эпоху вот этих эпидемий инфекционных заболеваний. И раньше ведь большое количество людей погибало от этих инфекций. Да и сейчас около 1,5 миллиона человек, детей во всем мире, погибает от управляемых инфекций, от тех, от которых можно себя защитить. То же самое сейчас происходит и в Европе, и в России. Периодически поднимают голову и корь, и полиомиелит.
Раньше такого, когда у нас была строгая вакцинация, в советское время, конечно, не было. Я знаю очень много случаев, к сожалению, знаю очень много случаев, когда не прививались вакцины Менцева взрослое население, умирает ребенок от менингита и семья врачей. Я знаю случаи, когда не было вовремя проведена случай от дифтерии, столбняка и коклюша, умирает ребенок до 2 лет, потому что не было вакцинации. К сожалению, вот об этом нужно говорить. К сожалению, это смерть, это инвалидизация населения. Что уж там говорить о коре и полиомиелите, если даже от слегка демонизированного в начале года гриппа в республике и в стране привито на сегодня меньше половины населения. Да, у многих есть противопоказания, но большинство непривитых – это как раз те, кто либо не думал об этом вообще, либо не думал об этом ничего хорошего. Интернет пестрит заявлениями вроде «вакцина от гриппа вызывает грипп». Ни в коем случае не прививайтесь, там ртуть, алюминий и вообще живой вирус, который вас и убьет. Звучит внушительно, да и к тому же много внушаемых, которым никто почти не объясняет, что антиген, содержащийся в вакцине, похож на сам вирус примерно так же, как похожи друг на друга живая и здоровая яблоня и огрызок от яблока, ведь антиген в вакцине мертв. Что же до ртути, то в одной порции морской рыбы, съеденной на ужин, ее в несколько десятков раз больше, чем во всех существующих вакцинах вместе взятых. Но да, остается еще самый стойкий стереотип. Сделал прививку и все равно заболел. Даже если вы заболели гриппом, говорят специалисты в этом вопросе, это еще не значит, что вакцина не сработала. Вакцина – это ремень безопасности. Она не способна предотвратить аварию, но она может спасти вам жизнь, что она и делает. Бывают случаи болезни у привитых, это всего 10% от привитых, но заболевание у таких лиц протекает в крайне легкой форме. Тот, кто привит, он никогда не погибнет от гриппа, таких случаев не было. Заболеть легко может, но умереть от гриппа нет. Да, побочные эффекты есть, это тоже надо признавать, но на сегодняшний день математический подсчет, то есть эпидемиологические методы, они показывают, что вред от прививки, он намного меньше, чем потенциальная опасность переболеть этим заболеванием. Вообще вакцина от гриппа, если сравнивать ее с другими вакцинами, одна из самых безопасных. Иногда риск от вакцины, он с точки зрения математики, с точки зрения вероятности, он не превышает вероятности того, что ты умрешь от того, что тебе на голову упадет кирпич, выйдя на улицу. То есть некоторых вещей не стоит бояться, иначе вообще жить не надо. Итак, казалось бы, абсолютно понятный принцип меньшего зла. Очевидно, что вероятность осложнений от вакцин на порядок уступает вероятности осложнений от гриппа. Осталось только доказать это людям, чем, увы, особо в стране нашей никто не занят. Но почему же прививку от гриппа нужно сделать обязательно именно в этом году? Дело в том, что этой зимой мы, возможно, будем наблюдать редкое явление природы. Лобовое столкновение двух мощных вирусов. Что будет с человеком, если он одновременно заболеет ковидом и гриппом? Мы узнаем об этом летом 2021 года. То есть это будет эксперимент вживую. Нам не хочется это узнавать. Нет, в этом эксперименте я не рекомендую никому участвовать. Возможно, все будет хорошо, но предварительные небольшие исследования, которые уже есть, допустим, грипп уже был в Бразилии, в южном полушарии грипп уже был. Предварительные не очень большие исследования показывают, что течение гриппа и ковида одновременно, коинфекция, ухудшает прогноз на порядке. Поэтому в этом эксперименте лучше не участвовать. То есть лучше привиться от гриппа. И если ты заболеешь ковидом, болеть только ковидом, а не ковидом и гриппом одновременно. Если человек от коронавирусной инфекции излечится, и, допустим, тут придет эпидемия гриппа, которая обычно начинается в декабре, январь, февраль, и до апреля может тянуться, то есть еще раз он заболеет еще и этой инфекцией, то иммунитет его уже очень ослабленный, он не выдержит. Удивительно наблюдать всю эту антипрививочную кампанию именно в этот год. В год, когда на наших глазах происходит именно то, что должно было окончательно убедить нас в необходимости вакцинации. Ведь мы наблюдаем мир, охваченный инфекцией, от которой пока нет защиты. Нет пока всеобщей вакцины от коронавируса, да и та, что будет,
тоже не защитит нас от него, а лишь позволит избежать тяжелых последствий. Ну что, вот он, мир, куда мы можем прийти и по всем остальным, вроде бы давно побежденным болезням. Больной до основания мир. Этот мир пока еще не наша вина, но впереди маячит и что-то похожее. Если каждый сам за себя, если на этой грядке у нас свободная конкуренция огурцов с сорняками, то результат известен. Прививки – это не предмет демократии. Но это еще нужно донести до людей, а у сорняков пока больше шансов. Температуры нет, гланды в норме. А почему прививки не сделаны? Мы не будем ее прививать. По-вашему, это бесполезно? Я считаю, это все уловки Международной фармацевтической корпорации, будто прививки полезны, чтобы денег заработать. Разрешите? Конечно. Знаете, какой еще есть хороший бизнес? Малюсенькие детские гробы. Можно заказать зеленые, можно заказать красные. Серьезно? Антитела вкусной мамы защищают ребенка только первые полгода. И потому производители вакцин надеются вас обжулить. Думают, вы любые деньги отдадите, только бы ваш ребенок не умер. Хотите их прищучить? Докажите, что они неправы. Если хоть сотни родителей решат, как и вы, что лучше пусть ребенок умрет, чем потратить $40, поверьте, цены на вакцины просто рухнут. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Жилье сиротам в заброшенной деревне. Я не поняла, о чем вы говорите. Каких в отдаленных деревнях таких домов нет. Что скрывается за красивым отчетом? Ни дороги, ни магазина, ни школы, ни детского сада рядом нет. В понедельник Татарстан простился с митрополитом Казанским и татарстанским Феофаном. Церемония прошла в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Рустам Минниханов отметил, что митрополит Феофан стал примером служения для всех конфессий. Также церемонию посетили председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин, премьер-министр Алексей Песошин, государственный советник республики Эмин Шамиев, руководитель аппарата президента Асгар Сафаров. Митрополит Феофан был погребен за алтарем собора Казанской иконы Божьей Матери. Владыка активно участвовал в воссоздании собора, разрушенного в 30-е годы. В этот же день Рустам Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Встреча прошла в Казанском Кремле. Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Татарстаном и Санкт-Петербургом, в том числе в условиях пандемии. Легендарный КамАЗ-мастер отправился на ралли «Дакар». Для «Синей Армады» это юбилейная 30-я гонка. Традиционно команда на ралли отправляет машины с обновленной технической начинкой. Это лично проверил Рустам Минниханов. На полигоне Тарловка в Елабужском районе он не только пообщался с пилотами, но и протестировал обновленную технику. Во вторник под председательством премьер-министра Алексея Песошина состоялось заседание Совета директоров АО «Татэнергосбыт». Заседание прошло в режиме видеоконференции. На повестку дня был вынесен ряд актуальных вопросов, в том числе итоги деятельности компании за 9 месяцев этого года. 25 ноября Рустам Минниханов провел заседание Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в республике по итогам 9 месяцев этого года. Выявлено около 3000 нарушений законодательства в сфере оборота алкоголя, изъято порядка 19 тысяч литров контрафактной продукции. В этот же день президент встретился с генеральным директором Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства Константином Тимофеевым. В ходе встречи обсуждалось завершение строительства проблемных объектов на территории Татарстана. Премьер-министр республики Алексей Песошин провел заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТАССЭР Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь. Всего было рассмотрено 10 инвестпроектов. Участники заседания одобрили все представленные заявки. Алексей Песошин призвал муниципалитеты, министерства и ведомства обеспечить необходимую поддержку поступающих инициатив. 26 ноября футбольный мир простился с легендой Диего Марадоной. В Аргентине в его честь предлагают назвать стадионы и спортшколы. «Ушла легенда», так в своем инстаграм написал и президент Рустам Минниханов. Именитый футболист Марадона скончался в возрасте 60 лет. Татарстан он посещал дважды.
В этот же день Госсовет Татарстана в окончательном чтении утвердил бюджет республики на предстоящие 3 года. За проголосовали большинство депутатов. Свои предложения представили Кабинет министров и депутаты Госсовета. Основные изменения связаны с индексацией зарплаты и соцвыплат, дополнительным поступлением средств и их перераспределением в статьях расходов. Продукты производителей Татарстана стали номинантами конкурса «Вкусы России». Проголосовать за них можно до 2 декабря. Об этом на своей странице в Инстаграме напомнил Рустам Минниханов и призвал татарстанцев поддержать местную продукцию. Японская компания может вложить в проект производства пробиотиков мирового уровня в Алабуге $20 миллионов. Об этом стало известно на заседании Совета директоров Татнефтехим Инвест Холдинга. Его провел Рустам Минниханов. Как отметили в республике, цифровые технологии позволили возвести установку гидроочистки средних дистиллятов Танека в Нижнекамске. Ее мощность 3,7 миллионов тонн ежегодно. Тимур, congratulations! Историческая победа в знаменательный год. Пилот из Казани Тимур Богуславский одержал грандиозную победу и вошел в историю, став первым российским, а также самым молодым пилотом, выигравшим в общем зачете престижный международный чемпионат GT World Challenge. Гонка проходила на 8 трассах Европы. Финальный этап складывался непросто для 20-летнего пилота. Тем не менее, Тимур проявил характер и упорство, став чемпионом в абсолютном зачете престижного международного чемпионата. Примечательно, что эта победа была одержана в год 25-летия Федерации автоспорта Татарстана. Поздравляем Тимура и весь автоспорт республики. А теперь перейдем к делу елабужского зверя. Так СМИ окрестили уголовное дело, которое длилось почти 8 лет и на этой неделе должно было получить свое логическое завершение. Но оказалось, что конец – это начало, а цикл вышел на новый круг. Трагедия произошла в феврале 2013 года в Елабуге. Буквально через несколько дней после зверского убийства 8-летней Василисы Голицыной в Набережных Челнах. История почти полностью повторилась. 8-летнюю елабужскую школьницу обнаружили во враге изнасилованной и избитой. Пока врачи боролись за жизнь ребенка, и это им удалось, на поиски преступника были подняты все 220 сотрудников Елабужского гарнизона полиции, общественники и волонтеры. Подозреваемого задержали только 3 года спустя. Под следствием оказался Владимир Паранин, на тот момент 68-летний дворник местного детского сада. Мужчина признался в содеянном, чуть позже откажется от своих показаний. Следствие длилось почти 4 года. Мужчина провел 3 года в СИЗО и год находился под домашним арестом. Но сначала Елабужский городской суд снимает все обвинения с Владимира Паранина и выносит оправдательный вердикт. Верховный суд республики на этой неделе также согласился с невиновностью подозреваемого, отклонив апелляцию прокуратуры. Какой итог? 4-летние судебные разбирательства со сменой 6 судей закончились выводом о непричастности к преступлению и освобождением подозреваемого из зала суда. Теперь на кону судьба человека, который провел под арестом 4 года, имеющий теперь право на реабилитацию, и репутация сотрудников 3 силовых ведомств, что отправили его под суд. Но есть и не менее важные вопросы. То есть настоящий зверь все это время был на воле или наоборот, его в эти дни выпустили на свободу? При любом ответе ясно одно – опасный преступник среди нас, а не за решеткой. В деталях этого запутанного дела разбиралась Диляра Юсупова. Наконец-то мы добились признания невиновности. Поэтому, конечно же, огромное чувство удовлетворения, радости и Господи. Конечная остановка. Верховный суд ставит точку в истории 8-летней давности, но лишь для того, чтобы начать сначала. Разобраться в этом начале можно только вернувшись в самое начало-начал. Отмотаем назад. 2013 год. Елабуга. Провинцию потрясает чрезвычайное происшествие. В городе появился маньяк-педофил. Его жертва – 8-летняя девочка. По данным следствия, девочка не дошла до школы буквально 100 метров. Ее выловили на дороге и поволокли вот сюда. Достаточно страшное место, безлюдное, между 2 заборами.
Тело нашли примерно на этой территории, вот в этом овраге. Примечательно, что трагедия произошла в 2013 году, тоже зимой и тоже в снегопад, потому что девочку замело, и это можно назвать буквально чудом. Жертву обнаружили случайные прохожие. Потом уже много неслучайных людей будут искать преступника, но по горячим следам этого сделать не удастся. А потом начнется следствие. В руках оперативников только фоторобот. Вот он, размазанный силуэт без особых примет, составлен со слов жертвы. Это, кстати, единственное, что удалось добиться от ребенка. Девочку оградили от следствия и судов. Но вернемся к следствию. По делу проходило 14 подозреваемых и ничего. За помощь МВД Татарстана обещало вознаграждение в 1 миллион рублей. Елабужские депутаты еще 500 тысяч. И вот свершилось. Через 3 года преступник найден. Как именно оперативники вышли на Владимира Паранина, следствие не уточняет. Нашлись свидетели, которые вспомнили странные единичные случаи домогательств Паранина в 2010 году. Свидетели помнили все – время, дату и что это был именно он. Да и это не особо важно. Мужчина признается в содеянном сам. Вот здесь я ее взял, и вот так. Как взяли вы ее? Как? Можете показать? Так. Но она легкая была, и вот так. Поднял и туда. Потащили туда, да? Да. Я видел, что вроде работники полиции, вроде честные люди. Он говорит, девочка-то жива осталась, у вас, говорит, возраст большой. Садить вас, мы, говорит, не будем. Давайте, и в том случае, если вы дадите признательные показания. Они заманили, что мы тебя отпустим. Ну вот я дураком-то их и поверил. Потом я думаю, что же я сделал, елки-палки. Это, если, значит, я признаюсь, значит, меня отпустят. А если не признаюсь, значит... то думаю, раз такое бывает, потом уже додумался, что я ошибся. Внимательно вглядываться в этого человека не обязательно. И так понятно, что у мужчины диагноз – осложнение после менингита в 3-летнем возрасте. Это подтверждено медицинским заключением. На это давило обвинение в суде. Мол, человек нездоров, нуждается в принудительном лечении. От своих показаний чуть позже Паранин отказался, но было поздно. Когда он сидит за столом, перед ним большая ваза с печеньем, с шоколадом и с конфетами, и когда его называют по имени и отчеству, и когда к нему проявляют уважение, он в центре внимания, соответствующим образом, вы понимаете, у человека возникает просто желание общаться и так далее. Он рассказывал подробно, как с ним общались, что говорили, ему обещали, что все будет хорошо, из-за возраста никто его не тронет и так далее, и так далее. Плюс человек, который был у него в камере, так называемая наседка, то есть механизм, как это зарождалось и как это происходило, он был налицо. Судить о методах правоохранительных органов, были они или нет, мы не будем. Но можем снова вернуться к съемке оперативных следствий. Паранин досконально излагает подробности нападения, используя такие термины, как «причинить вред» и «бессознательно». Девочка где осталась? Вот здесь. Она в каком состоянии была? В бессознательном состоянии. Бессознательном? Да. В самих показаниях, впрочем, есть и несостыковки. К примеру, подозреваемый указывает на место, где он якобы оставил девочку, на не то место. В данном случае речь не идет о том, правдивыми были данные показания, либо нет. Речь идет о том, что данным показаниям вообще нельзя давать процессуальную оценку, в том числе судом. Почему? Потому что данные показания лицом, который комиссия экспертов был признан нуждающимся в применении к нему принудительной меры медицинского характера. В связи с этим они просто не подлежат оценке. По делу провели множество экспертиз, включая генетические, по слюне. Одна из них выявила, цитата, «вероятность причастности мужчины к преступлению». Это стало основой обвинения, но оказалось недостаточным доказательством в суде. Мужчину оправдали в первой инстанции, за дело взялся Верховный суд и снова оправдан. Впрочем, в виновность Паранина все это время не верили даже сами потерпевшие. Мама сказала, оставьте его в покое. Чего на дурачка сваливаете? Нашли дурачка, и вот теперь его мучаете. Оставьте его уже в покое.
Ну, а потом принесла мне извинения. Я говорю, а зачем мне ваши извинения? Потому как вы сказали то, что есть на самом деле. Боже, сохрани, он этих детей любит, как не знаю чего. Как маленькие дети любят котят, так он любит детей. Насколько сильно и безопасно Владимир Паранин любит детей, доподлинно узнать почти невозможно. А вот что является абсолютным фактом, это то, что 3,5 года пожилой нездоровый мужчина провел за решеткой. Кто за это будет отвечать? Елабужский отдел полиции, Следственный комитет или прокуратура, которая все-таки довела дело до суда? Последние, в свою очередь, уверены в виновности Паранина и готовы это доказать. У ведомства есть последний шанс – право на кассационную жалобу. По мнению стороны обвинения, по уголовному делу имеется достаточное количество доказательств, свидетельствующих о том, что вышеуказанные деяния, отнесенные уголовным законом к особо тяжким, были совершены именно указанным лицом. Однако 24 ноября 2020 года Верховным судом Республики Татарстан постановление Елабужского городского суда от 5 октября 2020 года оставлено без изменения. Апелляционное представление Елабужского прокурора без удовлетворения. В настоящее время указанное решение прокуратуры Республики Татарстан не изучено, в связи с чем высказаться о перспективе кассационного обжалования не имею возможности. Прокуратура может все что угодно говорить. Если есть решение суда, нравится кому-то этот приговор или не нравится, это их проблемы. У нас есть приговор суда. Иного приговора у нас нету, значит, этот человек невиновен. Прокурор от имени государства должен будет ему принести извинения. Это в УПК прописано, в 136 статье. И он, естественно, потом имеет право обратиться в суд, сформулировать иск, обосновать цену иска. Только какова на сегодня цена свободы, или точнее не свободы? Известный случай 2005 года. В Татарстане невинно осужденный за убийство Евгений Веденин взыскал с государства 1 000 000 рублей за 4 года, проведенных в колонии. Правда, получить назначенную судом компенсацию тоже оказалось непросто. Мужчина потратил на это несколько лет. Впрочем, говорить об этом пока рано. А вот о чем говорить самое время, это о том, что насильник и педофил, кто бы он ни был, находится на свободе. Очень сложно порой рассуждать на тему соблюдения законности в нашей стране, особенно принимая в расчет количество поговорок и крылатых выражений на эту тему. Мне навскидку приходят сразу два наиболее известных. Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Или строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Наверняка есть еще с десяток столь же метких и емких выражений, и, видимо, неспроста. В России, как известно, много законов хороших и разных, как говорится, на все случаи жизни. И тем не менее изворотливые чинуши всегда умудряются найти в них такие лазейки, которые даже благое дело превращают в ничто. К примеру, в России действует закон, по которому дети-сироты имеют право получить от государства бесплатное жилье. Правила предоставления квартир таким детям в каждом регионе имеют свои особенности. Однако общие нормы установлены на федеральном уровне. Татарстан является одним из самых показательных регионов в плане обеспечения квартирами детей-сирот. 600 человек получат ключи от квартир в этом году. Вы знаете, это очень внушительная цифра, учитывая, что этот вопрос в регионах России решается крайне сложно. И все же свою ложку дегтя в эту бочку меда нам придется добавить. Одно дело отчитаться о выполнении и перевыполнении плана, другое дело качество этой работы. А вот в этом есть определенные пробелы. Наша съемочная группа на этой неделе побывала в селе Кураково Менделеевского района. Вам даже сложно будет представить, где это село находится. Это, конечно, не край географии, но этот населенный пункт абсолютно не приспособлен для нормальной жизни. Именно здесь уже заканчивают строительство дома на несколько семей, в том числе там будут жить дети-сироты. Вопрос, будут ли и смогут ли? Все подробности в нашем репортаже.
Вот уж точно ни кола, ни двора, полуразрушенная церковь – единственный объект в селе Кураково. Кроме нее в этой деревне не осталось уже ничего. Ни почты, ни библиотеки, ни клуба, ни дорог, ни общественного транспорта. Даже в магазин за хлебом жители этого села ходят пешком в соседнюю деревню. Покосившиеся ряды почтовых ящиков на некогда центральной улице села, несомненно, безмолвные свидетели его благополучного прошлого, от которого не осталось ровным счетом ничего. Село Кураково – показательная жертва урбанизации. Здесь осталось всего 20 человек. Они живут, будучи оторванными от большой земли, куда не ведут дороги. Потому, когда этот медвежий угол разразил лязг строительной техники, паутина времени, казалось бы, на миг сбросила свои оковы, даря призрачную надежду на исцеление. Километров 40. Километров 40 от километра? Да. Ну как вам вообще деревня сама? Спокойная деревня. Небольшой кирпичный дом из 4 квартир, в каждой одна небольшая комната, кухня и санузел. Весьма скромные апартаменты, говорящие сами за себя. Объект явно бюджетного варианта без особых изысков. На стройплощадке нет ни паспорта объекта, ни временного ограждения. Охранять-то от кого? От немощных стариков? Естественно, нет смысла, только вот у самих пенсионеров от такого будущего соседства уже мурашки по коже. А вот вопрос в том, все говорят, местные жители, а строят. А где работа? Нине Николаевне 72 года, но она до сих пор учительствует в соседней деревне. Честно признаться, она единственный житель из Куракова, с которым нам вообще удалось пообщаться в этот день. Нина Николаевна нам призналась, что ее немногочисленные соседи обеспокоены происходящим. По слухам, в новый дом будут заселены дети из детских домов. Ну, конечно, уже не дети, а совершеннолетние граждане, когда-то лишенные попечения родителей, которым полагается бесплатное жилье от государства. И вот это бесплатное жилье и решили построить в деревне, в которой давно подписан приговор. Чтобы ехать в город, нужны средства. Даже до Менделеевска доехать туда-сюда 50-100 рублей. А где он возьмет ребенок? Или он пойдет воровать? У нас и говорят, вот будут бомжить нас, то другое. Ну, может... А теперь несколько вопросов на засыпку. Сможет ли этот населенный пункт, который номинально числится на карте и не несет никакой социальной нагрузки, стать местом для постоянного проживания людей, которые, по сути, социально не адаптированы к жизни? Ведь речь идет о детях-сиротах, которые были воспитаны в детских домах. Многие из них наверняка даже не имеют представления о деревенском укладе жизни, да и вообще о жизни в краю далеком. Каким образом здесь можно будет им найти работу, завести семью и стать полноценными членами общества? Разве не об этом заботится государство? И насколько важна инфраструктура для человека, который впервые вступает в самостоятельную жизнь? Как и всем, что нужно. Это и магазин должен быть, это и учебное заведение должно быть, да, образовательное, то есть и детский сад, и школа, и так далее. Ну, как бы оно все равно не вдалеке, не так, чтобы это можно было ездить. Ну, как и все обычные дома, они ничем не отличаются. Как оказалось, инфраструктурное развитие местности – это одно из главных составляющих любой социальной программы. Дома для незащищенной категории граждан, для сирот, якобы строятся только при соблюдении всех правил благоустройства и социального развития территории. Такая забота со стороны государства о детях-сиротах действительно вызывает одобрение. А на объекты, явно портящие статистику, лучше закрыть глаза. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Чиновники от Министерства образования о строительстве дома для сирот в селе Кураково впервые услышали от нас. Я не поняла, о чем вы говорите, каких в отдаленных деревнях таких домов нет. У нас комиссия создана, межведомственная, опять же, о том, я так полагаю, что у них есть в районе есть план развития этого поселения, скажем так, да, этого поселка. Это официальный ответ ведомства, одного из основных кураторов социальной программы. Министерство, которое отвечает за составление списков нуждающихся, курирует вопросы распределения квартир, качества и количества объектов. Как оказалось, министерство зачастую даже не владеет информацией. Так вот, к сведению Минобраза, у Менделеевского района нет плана развития этой территории. Согласно письменному ответу районных начальников, Кураково уже обустроенное село. Так что верить остается только своим глазам. И так каждый день, да? Сюда добираетесь? Ну, тогда в магазин надо ходить. Это еще фигня. Зимой, когда мело, это вообще ужас был. Год назад наша съемочная группа снимала в Бавлинском районе в селе Васькино-Туйрале выпускника детского дома, который жил практически в чистом поле, без подъездных путей. Кто туда отправил детей-сирот? Непонятно.
В этом году в Татарстане детям-сиротам будет передано 600 квартир. Сколько из них у черта на куличках, станет известно после передачи ключей. Стоимость одной квартиры в среднем составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. Одно дело, когда такая квартира строится в большом городе или в районном центре, она действительно оправдывает средства. Другое дело в умирающей деревне, как говорится, за те же деньги. Без каких-либо благ цивилизации и даже намеков на прогресс. Кто захочет поселиться в таком доме и насколько эффективно в результате потрачены целевые средства? Ответ очевиден. Начали предлагать. Есть Чистополь, Азнакаево. То есть те районы мы съездили, посмотрели. Там, то есть ни дороги, ни магазина, ни школы, ни детского сада рядом нет. В итоге, я не согласилась. Мне сказали, пишите отказ тогда и, с очереди слетаете. Анастасия Дикая за свой собственный угол, который ей положен по закону, борется уже 10 лет. После того, как вышла из детского дома, она училась в Мензелинске, работать приехала в Елабугу, здесь закрепилась, родила детей, снимала жилье в ожидании собственной квартиры. Ей не раз предлагали варианты и все типа как Куракова, от которых, как признается Анастасия, в жилах стынет кровь. Чтобы отстоять свое право на законное жилье там, где хотелось бы ей жить самой, там, где она хотела бы растить своих детей, а не там, куда укажут пальцем сверху, ей пришлось даже обратиться в суд. Этот дом в Елабуге обещают сдать уже на днях. И здесь будут, скрестим и мы пальцы, ее собственные квадратные метры. Я считаю, это несправедливо очень. Прям это, ладно, я человек сильный, закаленный жизнью, я могу себе позволить и работать, и все остальное, и содержать, снимать квартиру и так далее. А есть люди, которые матери-одиночки, они им очень тяжело жить, с детьми тем более. Вот это очень плохо, то, что у нас так государство так делает. В своей очереди на получение жилья в Татарстане ожидает 1500 человек. Период ожидания для некоторых растягивается на долгие годы. И зачастую, казалось бы, такое долгожданное и заветное жилье становится поводом не ликования, а разочарования, которое приводит к состоянию отчаяния и безысходности. Не спрашивая этих детей, мы их поселяем в эти домики. То есть они прожили у нас какое-то время по воле своей судьбы в домах, которые находятся для детей-сирот. И сейчас, опять-таки, когда он вступает в новую жизнь, мы опять берем и поселяем его в эти дома, не спрашивая его мнения, хочет он там жить или не хочет, комфортно там ему будет, некомфортно. Так начинает он свою судьбу. Мы считаем, что можно самим детям предоставить, как заказчикам, выбирать жилье, где они хотели бы жить. По словам общественников, от того, в какие условия попадет ребенок, у которого не было семьи, у которого не было и никогда не будет поддержки и защиты родных людей, зависит многое. Сама государственная система социальной помощи, если уж она взяла на себя такое бремя, должна быть максимально открытой для тех, кто с детства верил ей свою судьбу. Эльзира Юзаева, Андрей Кузьмин и Андрей Мохов. 7 дней. Жизнь представляет собой удивительный процесс, где каждый выбор, по сути, задает темп и определяет дальнейшее развитие человека. Вы, наверное, согласитесь, что у современного человека сегодня выбора гораздо больше, чем, к примеру, у предыдущего поколения. Это касается и вопросов образования. Каждый родитель выбирает для своего чада школу с лучшими учителями и большими возможностями. В Татарстане когда-то существовал даже рейтинг образовательных заведений, когда школы и детские сады начали делить по принципу светофора. Зеленый, то есть самый престижный, и по убывающей желтый, красный. Эта инициатива давно уже сошла на нет, потому что со временем стала причиной погони не за качеством образования, а за количеством баллов. И все же негласный список хороших и не очень школ, он всегда существует и будет существовать. И состояние материально-технической базы, современное оснащение учебных заведений в этом вопросе играют, если уж не ключевую, то одну из главных ролей точно. 20 школ и 20 детских садов в Татарстане на этой неделе стали обладателями нового гранта на 500 тысяч рублей каждому. У этого гранта непростая, особая миссия. Это деньги на современное оснащение лучших учебных заведений республики, которые планомерно занимаются развитием и сохранением родного языка.
Кто они, эти герои нашего времени? Смотрим. Уйнибызмы, балалар? Әйдәгез түгәрәк ясыйк әле. Мужчина-педагог в детском саду явление само по себе уже экзотичное, а если он еще и владеет татарским языком, то ценность такого сотрудника повышается многократно. Для своих подопечных, несмотря на свой молодой возраст, он просто Салават Абый, самый веселый и затейливый воспитатель, который дарит детям праздник каждый день. В этом детском саду Салават Абый совмещает сразу несколько профессий. Он и режиссер, и сценарист, и педагог, и филолог. Ведь каждое выступление маленьких артистов параллельно сопровождается изучением нескольких элементарных фраз на родном татарском языке. С малых лет каждый ребенок, каждый человек должен научиться разговаривать на родном языке. И у них очень хорошо получается. Они очень любят исполнять, вот как мы видим, татарские песни, любят танцевать татарские танцы. И нас это очень радует. Сейчас сложность появилась в том, что родители очень мало разговаривают со своими детьми дома на родном языке. Ну, поскольку, во-первых, это то, что родители очень сильно загружены, а потом в учебных заведениях, чтобы поступить, надо знать хорошо русский язык. Учителя татарского языка в детских садах отмечают, что уровень владения родным языком снижается с каждым новым набором детей. Факт остается фактом. Среди детей сегодня немного тех, кто чуть-чуть понимает, и абсолютное большинство, кто не говорит совсем. Получается разная по уровню владения языком группа. Но даже в том случае, когда детский сад дает детям базовые знания по родному языку, эти самые знания без подкрепления со временем рассеиваются вовсе. Региональный компонент или национальный компонент, он помогал как раз-таки дать ребенку те знания, те компетенции, которые необходимы для того, чтобы жить именно вот в его регионе, поскольку мы все прекрасно понимаем, что и это прописано у нас в федеральных образовательных стандартах, что ребенок должен знать обычаи, традиции, историю своего народа и так далее, и так далее. В структуре государственного образовательного стандарта отмена регионального национального компонента, которая произошла еще в 2007 году, стала своеобразной точкой отсчета, после чего, как и предрекали эксперты, пошел медленный, но уверенный спад в системе национального просвещения. Все последующие годы татарский язык как государственный язык республики в школе и в детских садах терял свои позиции. Снижение интереса к языкам национальных республик привел и пресловутый закон о родных языках, который Госдума приняла летом 2018 года. Выбор родителями родного языка для изучения привел к тому, что в некоторых учебных заведениях татарский язык как предмет пропал совсем. Например, вот инженерный лицей-интернат КНИТУ КАИ, по-моему, там вообще нет татарского, хотя там 7 класса обучения. Почему это происходит и можем ли мы как-то на это повлиять? Мы обязательно вот то, что вы озвучили, проверим, потому что татарский язык, русский язык, другие языки, они выбираются родителями по заявлению родителей. Если есть там дети, которые владеют языком и хотят изучать язык, они должны написать заявление. То, что вы сказали, мы обязательно проверим. На заседании Государственного совета было озвучено, что до сих пор нет полной линейки учебников по предметам на татарском языке для учащихся с 1 по 10 классы. А это создает определенные трудности в работе национальных школ. Многие подобные вопросы, которые касаются компетенции федерального центра, обеспечения школ учебниками, это, к слову, его прерогатива, на долгие годы зависают в воздухе. Зачастую Татарстану свое право на национальное образование среди 22 национальных регионов приходится отстаивать в одиночку, а бремя ответственности за судьбу родного языка в многонациональном государстве региону приходится брать на себя. Задача нашей комиссии – постараться разными формами стимула, грантов, конкурсов, мероприятий заполнить вот этот вакуум и хоть в какой-то степени заинтересовать татароязычное население нашей республики, пробудить духовные потребности к самому родному языку. 20 детских садов и 20 школ в Татарстане на этой неделе стали обладателями нового гранта, который был учрежден комиссией по сохранению и развитию татарского языка. Каждый победитель получил по 500 тысяч рублей. Эти деньги, по словам директоров, будут направлены на самое необходимое. Мы очень рады, что мы выиграли этот грант. И по гранту мы собираемся обновить тукай-залы, оборудование, музыкальное оборудование, национальные костюмы и обновить музей, национальный музей в школе.
На эти деньги мы планируем приобрести необходимое компьютерное оборудование, оборудовать кабинет родного языка в соответствии с требованиями. Ну и, естественно, улучшить, создать комфортные условия для своих работников. То есть китап укып кана болмай хәзер төрле уеннарын уйлап чыгарга кирәк, чтобы бала булсын, ул ребенок должен быть заинтересован, чтобы учить язык. Не только татарин, и другие национальности. На комиссии по сохранению и развитию татарского языка было объявлено еще об одном гранте, теперь уже для лучших 100 учителей татарского языка и литературы. По словам председателя Марата Ахметова, он еще будучи министром сельского хозяйства ввел эту практику – награждать лучших работников отрасли. Механизм материального вознаграждения, как правило, действует безотказно. Бу көн таләпләренә туры килерлек иттереп, балаларга интерактив уеннар аласы килә, компьютерларны бераз яңартасы килә. Материал техник база ни дәрәҗәдә яхшы булса, әти-әниләр бакчаның татар балалар бакчасымы, урыс балалар бакчасымы икәнне карамыйча, бик теләп үз балаларын китерәчәкләр. Это и хороший стимул для учебных заведений взять новую высоту в преподавании родных языков, а для родителей еще один хороший повод повернуться к национальному образованию лицом и вспомнить о своем истинном происхождении. Эльзира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Репортажем о языке матери мы завершаем эту программу в День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Он полон душевной теплоты, ведь все дети мира поздравляют самых дорогих людей на свете. Они бәйрәм белән мин сине яратам, озын гомер, сәламәтлек телим, долгих лет жизни, здоровья, и пусть счастье не покидает, а удача оберегает. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Пришла пора проводить осень и встретить первый месяц зимы. А декабрь ворвется во всей красе, подморозит и прояснится. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана в понедельник переменная облачность около 3 мороза. Во вторник начнется понижение температуры и к среде минус 11 днем, минус 15 ночью. В выходные на пару градусов станет теплее, осадки не прогнозируются. Для жителей северо-востока Татарстана следующей неделя будет в основном солнечной и морозной. Ночью местами до минус 20, днем 10 градусов ниже нуля. Зима – волшебное время года, вокруг белым-бело, под ногами хрустит снег и все переливается под лучами солнца. И в центральных районах ожидается ясная и холодная погода. Если в понедельник всего минус 5, то к среде уже минус 11, а ночью до 18 мороза. К выходным станет теплее, солнечная погода сохранится. На юго-западе Татарстана также выглянет солнце, осадки прекратятся и подморозят. Прекрасная погода для зимних забав, приятных и полезных прогулок. На северо-западе и в Казани в понедельник и во вторник переменная облачность и умеренный мороз. Около 5 градусов. В среду температура понизится и к четвергу минус 10. В субботу и воскресенье потеплеет до 7 градусов ниже нуля. Зима взяла старт, и пусть она для каждого будет красивой, волшебной и счастливой. До свидания.